Сейчас выйдет следующий парень на эту сцену. Он приехал к нам из города Мурманск, поэтому он совсем недавно живет в этом городе. Встречайте, бурные аплодисменты. Кирилл Толпека. Привет, привет, Якутск, привет всем, давайте еще раз поаплодируем. Я действительно приехал из Мурманска, немного объясню вам, да, это небольшой город за полярным кругом, там всегда очень холодно, ветрено, там маленькие деревья, там нет зелени, там серость, там смог постоянный. Короче, чтобы вы понимали, да, вот не вдавайтесь в подробности, это просто жопа, конкретная жопа мира, да. И когда я прилетел в Якутск, я прямо обрадовался, я влюбился в ваш город, да, почувствовал себя как дома. И вы знаете, Якутск действительно очень хороший, милый город. Самое главное, что Якутск – это город, где воспринимают шутки, да. Сам город сам над собой шутит, когда выходишь из аэропорта, да, вас встречает большой билборд дешевой квартиры в Санкт-Петербурге, да. Вот настолько вы патриоты своего города, да. Молодцы прямо. Но на самом деле у вас есть один плюс, у вас очень красивые девушки, очень. Мне кажется, это компенсация за ваши дороги, да. Идешь по центру, смотришь ниже, думаешь, нет, поднимаешь глаз, думаешь, да, все хорошо, да. И сюда я приехал как бы тоже из-за девушки, потому что девушки у вас действительно красивые, давайте поаплодируем. Они у вас милые, добрые, нежные, да, не как в остальной части России. Но есть небольшое языковое недопонимание, да. Первые 2 недели я думал, что Кирилл на якутский переводится как Айка. Что бы я ни говорил, пойдем в кино, Айка потом. Давай сходим в театр, Айка, отстань, да. И еще мне казалось, что у моей девушки нет чувства юмора. Потому что когда она говорила какую-то фигню из разряда «Октябрьская революция в ноябре», шучу. Я никогда не понимал, а в чем шутка. Сейчас я понимаю, как это воспринимать, да. И очень меня обрадовало слово «ага». Она постоянно отвечала мне на все мои вопросы «ага». Я говорю, почему нельзя сказать просто «да»? Она говорит, ну, понимаешь ли, в якутском языке нет слова «да». Да, это русское слово. Я говорю, ага. Китайское, что ли? Да, и на самом деле она действительно добрая, нежная. Я когда приехал, она мне сразу начала приучать, да, к вашим местным деликатесам. В первый день она меня накормила холодной рыбой свежей, да? Ваш как строганинов, да, правильно называется? На второй день угостила меня сырой жеребятиной. На 3-й день сырой печенью. Я думаю, что же за человек-то такой, да? Надо тоже какой-то подарок, да? На 4-й день показал ей огонь. Как он выглядит, рассказал, что пищу можно готовить. Да, я как Данка, да? Я открыл для нее новый мир. Вот. Она мне часто говорила, не ходи гулять там в тот-то район, там мамбеты. Не ходи туда, там мамбеты. Я все не понимал, кто же такие мамбеты, да? Я всегда думал, что это вот составлено из 2 английских слов. Мама, да, и бет, ставка. Ну, то есть те, на кого мамы сделали ставку, да? А потом в бодливой козе познакомился с мамбетами и понял, что ставка не сыграла. Вот, у вас очень развит интернет. Очень, да, мессенджеры все прямо вот по улице идешь, все вот так прямо идут. Привет, привет. И, знаете, мне вот кажется, что мессенджеры придумали эгоисты, да? Ну, потому что вот ты ночью лежишь, тебе приходит, не мессенджеры, а именно сообщения голосовые. Ты лежишь ночью, тебе приходит голосовое сообщение, да, а ты как бы лежишь рядом со своей девушкой. И неизвестно кто, да, прислал тебе звуковое сообщение. И тебе нужно вставать, идти в туалет, чтобы его прослушать. А там что-то из разряда чем занимаешься, да? В такой момент хочется ответить этому человеку по почте, причем заказным письмом, чтобы он, сука, пошел на почту, да? И вы все ходите вот так, да, и я придумал для вас новый бизнес в Якутске. Можно делать леденцы-насадки на телефон. Как бы разговариваешь и лижешь. Очень удобно, да? Недавно, причем у вас настолько это все распространено, да, у вас даже вот охранники стоят на входе, они по рации вот так говорят. Пш, первый. Не вот так, да, а вот так. Я видел такой случай. Стоял парень, у него лежал телефон. И он просто что-то вот так вот на него делал. Я думаю, ну напился, думаю, что ругается. А это просто глухонемой, да, понимаете, пытался отправить голосовое сообщение. Я не знаю, может быть, по видеочату. Недавно в автобусе столкнулся с такой ситуацией. Еду, никого не трогаю, и кто-то громко разговаривает по телефону и говорит, слушай, ну заработать 300 тысяч в этом месяце, ну да, не проблема. Я думаю, ни хрена себе, дай-ка посмотрим, что же за миллионер в 17-м ездит.
Смотрю, а это водитель, да, и тут как бы два варианта. Либо самые богатые люди Якутска — это водители, либо он планирует продать автобус, да. Недавно мы ходили на экспозицию, которая была посвящена продаже квартир в Якутске. И тут я понял, что якуты действительно, вот они патриоты, да. Потому что я увидел, что на 203-м микрорайоне продается однокомнатная квартира за 6 миллионов 200 рублей. 6 миллионов 200 рублей, да, это как нужно любить свой город, да, чтобы покупать здесь квартиры за 6 миллионов, блин, и никуда не уезжать. И мне стало интересно, да, я подошел к этому менеджеру, говорю, вот 6 миллионов 200, говорю, а что вот за эти деньги вы можете предложить? Он говорит, ну, во-первых, вы можете сделать любую перепланировку, как вам угодно. Я говорю, так она еще и без ремонта, что ли, блин? То есть за 6 миллионов без ремонта, да? Во-вторых, говорит, представьте, да, нормальное начало, представить за 6 миллионов. Думаю, ну ладно, представлю. Он говорит, представьте, вы выходите на балкон, а там течет Лена. Я говорю, давайте конкретней, фотографии. Какая Лена течет у меня на балконе за 6 миллионов? Он говорит, нет, это река. Я говорю, вы прикалываетесь, да? Говорю, за 6 миллионов должна быть конкретная Лена, которая течет каждый раз, когда я выхожу на балкон. Говорю, иначе она не стоит этих денег, да, эта квартира. Расстроился, захотел успокоиться, пришел домой, начал смотреть «Спокойной ночи, малыши» и не уснул, да? Видели, кто ведет «Спокойной ночи, малыши»? Николай Валуев. Ребят, это трэш. Я вообще до сих пор не понимаю, почему дети не седые. Раньше вела «Спокойной ночи, малыши» Оксана Федорова, да? Мисс Вселенная. Красавица, да? Дети, когда смотрели, девочки, что думали? Я вырасту, я буду похожа на Оксану Федорову. Мальчики думали, я вырасту, у меня будет такая девочка, как Оксана Федорова, да? Сейчас у детей нет смысла, да? Они не хотят расти. Даже мне стрёмно. Вы видели, там, мне кажется, даже Степашка посидел. Он немного с проседью стал, да? Друзья, кстати, заметили, как сейчас, в наше время, наше правительство печется об институте брака, да? Недавно повысили выплату за второго ребенка. Презервативы подорожали, да? Плюс разрешили бить жену. Это ли не чудо, да? Но я считаю, что в России это не работает, потому что в России бьют только в двух случаях. Когда тебе очень плохо, да, и тебе нужно на ком-то сорваться, либо когда тебе очень хорошо, да, и нужно с кем-то поделиться. Я бы предложил в России, знаете, за что наказывать? Я бы предложил девушек наказывать за фразу «Дорогой, что мы будем делать сегодня вечером», да? Она, мне кажется, гораздо больше разрушила семей, да? Друзья, все, поэтому, девушки, если вы выносите мозг своему парню, и он все равно зовет вас в ЗАГС, не спешите радоваться. Может быть, он просто хочет вам всечь на законных основаниях, да? Тут как бы одно из двух, да? Недавно прочитал такую новость в Тамбовской области. Чтобы защитить детей от волков, да, начали преподавать курсы самообороны, да? Рукопашный бой от волков, да? Вы представляете, да? Вы идете по лесу, на вас напали волки, вы такие, погоди. Я считаю, это несправедливо, да? Вот к чему ведет этот закон? К 1000 побитых волков. Мне кажется, если хотите поставить всех в равные условия, да, давайте преподавать также и волкам рукопашный бой, да, от детей. Ребят, у вас очень развита здесь украинская диаспора, да? У кого-нибудь есть девушка с Украины? Или вообще девушка в зале с Украины есть? Никого. Ты с Украины? По щечкам видно, молодец, хлопай дальше. А есть девушки с Западной Украины, да? На Западной Украине очень отличается говор, да? И вот один раз у меня была девушка с Западной Украины. И с ней невозможно заниматься сексом. Невозможно, потому что во время секса она говорит «Ще, трохи ще, гарно, ще». Это, знаете, это как у бабушки кушаешь борщ. И ты думаешь, ну да, еще пару ложечек, а она все «Ще, гарно, трохи, ще». Ребят, кто из вас любит кушать в кинотеатре? Есть такие? Горите в аду. Не понимаю людей, которые едят в кинотеатре. Один раз я был в кинотеатре, пришел молодой человек с девушкой, хрен с ним, знаете, чипсы, но они начинают просто есть бургеры, доставать все из пакета. Вот в какой-то момент я подумал, что они сейчас достанут, знаете, курицу, яичко, начнут бить. У вас в Якутске, знаете, пошли дальше. У вас просто открыли кинотеатр Zoom. Я был в этом кинотеатре, ребят. Там одна пара жрала все 1,5 часа. Официантка запарилась туда бегать. Мне казалось, что в какой-то из моментов официантка зайдет и скажет, белье брать будете? Вот, понимаете, это
Хотите поесть, да? Хотите посмотреть фильм? Сидите дома, да? Зачем вы это показываете всем? Ребята, и напоследок, знаете, хотелось бы сказать, есть такой паблик, да, подслушано ВКонтакте. У нас в Мурманске тоже есть такой паблик, и там одна девушка очень жаловалась, говорит, что очень любит ребят с чувством юмора, да, очень любит посмеяться, но выявила такую закономерность, что чем лучше чувство юмора у молодого человека, да, тем меньше у него половой член. Что хотелось бы сказать, дальше будут выступать очень смешные ребята, самые смешные ребята в Якутске. Давайте им поаплодируем и встретим следующих ребят. Спасибо, вы хорошая публика, ребят. Якутск.